В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Ждем результатов анализов. Забор крови госпитализированных в Якутске пациентов направлен в Новосибирск, чтобы исключить коронавирус. Цены на фрукты и овощи. Как проходит контроль за продавцами. Рингтон Победы. НВК «Саха» дает старт акции к 75-летию Великой Победы. Полгода без зарплаты работники Мирнинской типографии обратились в прокуратуру из-за задержек выплат. Сегодня в Якутске простились с ветераном боевых действий, общественным деятелем Сергеем Черных. Отборочные соревнования на игры Манчары начнутся в 2021 году, за несколько месяцев до старта. Анализы госпитализированных в Якутии больных направлены в Новосибирск для исключения коронавирусной инфекции. Напомню, что на сегодняшний день в Якутске госпитализированы 5 человек с высокой температурой. Об этом журналистам сообщила зампред правительства Ольга Балабкина. Отмечается, что все госпитализированные прибыли из стран Юго-Восточной Азии. Анализы отправлены в лабораторию. Сейчас пациенты находятся в стационарном отделении. Такие меры предпринимаются согласно инструкции Минздрава России и Управления Роспотребнадзора. Определены стационары, куда при возникновении угрозы мы будем размещать людей, у которых будет установлен такой диагноз, как коронавирус. Определены меры защиты безопасности наших граждан с точки зрения прилета. Все рейсы, которые у нас прилетают из Китая, Вьетнама, они встречаются с тепловизорами. Сейчас вы знаете, что рейсы отменены нашей авиакомпанией «Якутия». Вспышка коронавируса, взбудоражившая мир, начала влиять и на ценообразование в Якутии. В некоторых регионах страны оптовики намеренно подняли цены на фрукты и овощи, пользуясь закрытием границы с Китаем. А накануне глава Якутии дал поручение правительству не допустить необоснованного роста цен на продукты в республике. Какие меры принимаются для недопущения роста цен, смотрите в нашем следующем материале. Авиакомпания «Якутия» уже прекратила воздушное сообщение с Китаем из-за распространения коронавируса. На данный момент под наблюдением врачей находятся 5 граждан РФ, которые прибыли из стран Юго-Восточной Азии. Проверяются сегодня все граждане, которые находились за пределами Российской Федерации в этих странах. Если они находились в этих странах в течение последних 2 недель, и у них есть повышенная температура, то медицинские организации принимают меры соответствующие для того, чтобы изолировать гражданина и уже после анализа, соответственно, принять соответствующее решение. Меры предосторожности приняты не только в сфере медицины, но и в торговле. Так, сейчас усилен мониторинг за ценообразованием на фрукты и овощи. Из-за закрытия границ с Китаем витаминную продукцию необходимо закупать в Новосибирске, в Москве и Иркутске, а там цены уже подскочили. Мы не сам. Оттуда очень дорого идет сюда. С помидора, огурцы поднял чуть-чуть. Туда дорого. Там стоит 270. А и дорожная оплата есть. 200 рублей килограмм. Сейчас товар Москва привозит. Власти Якутии для регулирования ситуации вводят контроль над торговыми надбавками. Мы вам рекомендуем в список, который вы утверждаете, на основании которого регулируются надбавки, в список товаров добавить овощи и фрукты, дефицит которых может возникнуть в связи с ограничением поставок с Китая. Огурцы, помидоры, перцы, морковь, яблоки, бананы, мандарины мы вам рекомендуем. Кроме того, вся маркировка товара должна соответствовать законодательству Российской Федерации. Продукция должна быть промаркирована, должна быть сторона производителя и, конечно же, должен быть ценник. Подготовлен проект плана мероприятий по сдерживанию оптово-розничных цен на плодоовощную продукцию. В рамках этого плана уже направлены письма в адрес муниципальных образований по установлению торговых надбавок на оптовую и розничную цену. Это в их полномочиях. Жители республики, в свою очередь, также должны сообщать в Роспотребнадзор или прокуратуру обо всех фактах необоснованного повышения цен на фрукты и овощи. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Якутск.
Тем временем эпидемиологи следят за уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппа. На сегодняшний день эпидпорог превышен. Роспотребнадзор приводит следующие данные. По всему региону превышение на 47%, в городе Якутске на 54%. 9 школ столицы ввели ограничения в образовательный процесс. Если число заболевших будет расти, то специалисты организуют комиссию, которая будет решать вопрос о введении карантина во всех школах города. Напомню, карантин уже введен во всех школах Алекминска. В некоторых других населенных пунктах республики введены точечные карантинные меры. К другим событиям. Глава Якутии Айсен Николаев назначил Георгия Андреева заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона. По данным ведомства, Георгий Андреев окончил финансово-экономический институт Якутского государственного университета, Институт государственного администрирования по направлению юриспруденция. Также он окончил аспирантуру Сибирского отделения Российской академии наук по направлению региональная экономика. До назначения на должность заместителя министра с 2014 года Андреев являлся директором компании «Цифровые технологии Якутии» медиаагентства «Новости Якутии». Чем живет современное село в Якутии? Кто развивает сельское хозяйство, кто-то пытается поднять с колен лесную промышленность. О чем болит душа сельских жителей Ленского района и что делает для них местная власть, узнала Анна Кожевникова, посетив отчеты главы района перед населением. Дороги дороги сегодня, но именно они наиважнейший фактор жизнедеятельности любых населенных пунктов, а тем более сельских, тем более северных. Именно дороги, а также чистая вода, медицина и образование – основные аспекты, волнующие сельских жителей Ленского района. Весной и осенью мы оторваны от административного поселка села Южная Нюй. Поэтому мы можем ездить только зимой по зимнику, по реке, да, можем добираться. И в прошлом году мы начали ездить через лес. Дорога очень плохая, естественно, машины ломаются. Нынешний глава, как впервые в новой должности посетил турхтинцев, заверил, дорога будет. И от слов своих не отказывается, работа ведется. И результат ее не за горами, пригорками и рекой, отрывающей село от райцентра. Я знаю и короткую дорогу, знаю и объездную дорогу. По короткой там очень крутая гора. Да? Если даже летом можно по ней ездить, то зимой это очень опасно для людей. Мы выбрали там на 7 километров дальше дорогу, но там ни одного подъема нет, там спокойная дорога. Но там есть 3 болотистых места небольших. Я думаю, что в этом году мы все-таки на ближайшей сессии деньги на эту цель выделим. А вот на Торинце благодарны главе прежде всего за приобретение нового парома на село Заречное. Много лет им приходилось добираться до ближайшего поселка Нюи на самодельном пароме на базе старого трактора. А также в Наторе работает водопровод, началось строительство новой школы. Я в этом году где-то в порядке 1 миллион 550 вложил на проект планировки линейных объектов. Это то есть для подключения поселения к отоплению. Хотим сделать строительство индивидуальных жилых домов для молодых специалистов, ну и, конечно же, наших мест, кто нуждается в жилье. В Нюе же школа прежняя, но ремонт свежий благодаря финансированию из района казны. Именно в этом поселке появился первый благоустроенный сельский дом. Мы свои полномочия исполняем 100%. Уровень поселений за 2 года, я думаю, что на порядок увеличился. Люди, в принципе, в основном довольны нашей работой. В основном все проблемы больше касаются здравоохранения. Что от Ленске, Витиме, Пеледуе, сейчас Нюе. И полномочия или федеральные, или республиканские, которые нас не касаются. Но мы стараемся, вопреки всему, часть этих полномочий все равно тихонько исполняем. Большинство вопросов, прозвучавших в залах сел, касались работы учреждений, не подчиняющихся районной администрации, таких как здравоохранение, почта. Но руководство района намерено потребовать ответ перед своими жителями из этих организаций. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Рингтон Победы. Под таким названием наша телерадиокомпания запускает акцию к 75-летию Великой Победы. Мы предлагаем, чтобы вместо модных мелодий на телефоне звучали песни военных лет. Все, что нужно для участия, скачать песню из iTunes или Marketplay и поставить вечный шлягер на звонок. Подробности расскажет Сарглана Федорова. Военные песни как дань памяти героям Великой Отечественной. Национальная вещательная компания «Саха», встречая 75-летний юбилей Победы, запускает новую акцию. Каждый якутянин может принять в ней участие. Нужно лишь установить на своем телефоне в качестве рингтона одну из песен военных лет.
Национальная вещательная компания «Саха» в год памяти и славы в Российской Федерации, в год патриотизма в Республике Саха-Якутия и в честь 75-летия Великой Победы запускает акцию «Рингтон Победы», чтобы с каждого телефона звучали песни наших дедов, которые вдохновляли их на победу. Я бросаю первый вызов министру инноваций и цифрового развития Анатолию Аскалоновичу Семенову, главе Нерюнгринского района Виктору Станиловскому и своим коллегам Александру Широких, генеральному директору Национальной академии телерадиовещателей, коллеге главного телеканала Башкортостан Уфа БСТ Рустаму Зарафуддинову и генеральному директору телеканала Омск Артему Серову. Поехали! Надеемся, что акция охватит всю Россию. К слову, это не единственный проект нашей телекомпании, посвященный юбилею Победы. Символы Победы разместились и на фасаде телекомпании. Здесь установили 2 баннера с фотографиями участников войны. В этом году героями проекта стали более 1000 человек. Этот баннер у нас имеет историю. На 70-й годовщине Великой Победы, лет 5 назад, наша компания изготовила баннер, на котором были представлены ветераны. Фотографии ветеранов нам отправили родственники. И лет через 5 в этом году мы получили еще больше фотографий. Мы ждем, что родственники ветеранов будут приходить в сквер героя Кондакова и будут искать фотографии своих дедов. Как фотографии, так и мелодии о войне будут напоминать о том, какой героический подвиг совершили наши деды и прадеды. В этом году праздничные акции будут проходить по всей республике. Пуская подобные проекты, наша телекомпания вносит свой вклад в увековечение памяти о Великой Победе. Царгалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. И в продолжении темы этой весной в Тверской области откроют свои двери военно-патриотический лагерь имени Федора Хлопкова. Идея появления такого лагеря принадлежит якутскому постоянному представительству в Москве. Сейчас полным ходом идут подготовительные работы. На месте будущего полевого городка побывал наш корреспондент Максим Кардозо. Это поляна, на которой и будет находиться военно-патриотический лагерь. Конечно, сейчас здесь пустырь, но работы уже начались. Вообще обещают, что уже к апрелю здесь появятся дорожки, штаб, а также палатки временные. Основные здания, они будут построены чуть позже, но уже в этом году, 9 мая, сюда приедут первые группы поисковые из школьников и студентов, которые начнут работу. Здесь будут работать и молодые поисковики, которые будут продолжать искать и находить тела наших солдат, погибших на этой земле. Ведь есть такое понятие: до тех пор, пока не захоронен последний солдат, война не закончена. Поэтому это та великая память, которая должна оставаться всегда у нашего народа, у каждого из нас. Место для лагеря выбрано не случайно. Под Оржевом во времена Великой Отечественной войны шли ожесточеннейшие бои, в которых погибло больше 1 миллиона человек. Среди павших были и сотни якутян. Поиски останков не прекращаются и сейчас. Это постоянно действующий лагерь. Он единственный в своем роде, то есть в России нету таких подобных, который будет объединять поисковые движения, отряды для проведения раскопок, поиску останков бойцов, техники какой-то. Также будет проводиться военно-патриотическая работа. Будут детям показывать места сражений. Безусловно, главная цель – это военно-патриотическое воспитание. В этих словах очень много, но это в целом познавательно, это развитие, это воспитание. Лагерь расположен на берегу реки Волги, в прекрасных местах, на расстоянии чуть больше 200 километров от Москвы, от Твери. Лагерь будет рассчитан на 250 мест. Комплекс зданий включает в себя казармы, спортзал, музей, столовую. Попасть сюда может любой желающий. Возрастных ограничений нет. Еще одна деталь. Лагерь будет носить имя героя Советского Союза якутянина Федора Хлопкова. Именно здесь он воевал и прошел всю Ржевскую битву. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Ржев, Тверская область. Но сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее на телеканале Якутия-24. Полгода без зарплаты. Работники Мирнинской типографии обратились в прокуратуру из-за задержек выплат. Сегодня в Якутске простились с ветераном боевых действий, общественным деятелем Сергеем Черных. Отборочные соревнования на игры Манчары начнутся в 2021 году, за несколько месяцев до старта. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск.
Пожар в жилом многоквартирном доме в Айхале в Мирнинском районе. Возгорание произошло сегодня после обеда. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения плотный дым стоял уже по всему чердачному помещению. Здание одноэтажное. Всего в доме 13 квартир. Пожару был объявлен повышенный ранг. Здание повреждено огнем по всей площади в 525 квадратных метров. Локализован пожар был лишь к 18 часам. Предположительная причина пожара – неисправность проводки. Эвакуировано 25 человек. Виновные лицо, ущерб устанавливается. В Мирном работники типографии больше полугода не получали зарплату. Из 18 штатных работников на данный момент осталось всего 4. В ситуации разбиралась Марфирина Алексеева. Объем работы увеличился, а число специалистов стало вдвое меньше. В прошлом году работникам Мирнинской городской типографии не выплачивали заработную плату с мая месяца. Тянулось очень долго. Это вообще весь летний период нам не выплачивали. С осени стали выплачивать небольшими частями, по 3, по 5 тысяч. Понимаете, люди летом с севера не смогли вылететь и выехать куда-то. Они вынуждены были весь отпуск находиться здесь. Для того, чтобы пережить сложный период без зарплаты, руководителю цеха Элеоноре Корниловой пришлось прибегнуть к крайним мерам. Семья продала свой автотранспорт. Со слов специалиста, был вариант сменить работу, но и с поиском дела обстоят сложно. Написала заявление, но я не хотела уходить. Мне коллектив очень нравится, и мне тут работа тоже. Вот дома рукодельничаю, и это более работа ко мне близка. Ну, там обратно забрала. Просто сейчас мирно, знаете, да, как с работой всем тяжело. Везде сокращение. И я испугалась, что не смогу найти работу. Трижды работники обращались в прокуратуру. И только неделю назад руководитель организации полностью расплатился со специалистами. Имеет задолженность по выплате заработной платы перед 18 работниками на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов. Финансовая обстановка в обществе находится на контроле у прокуратуры города Мирного. С нами рассчитались. В январе пошли опять задержки. Мы опять написали очередное письмо, но рассчитались вовремя. Конечно, настроение приподнялось, какие-то появились надежды на будущее. На данный момент организацией заведует новый руководитель. Погасить все долги удалось благодаря выигранному тендеру. Причину задержки зарплаты объясняют тем, что клиенты вовремя не расплачивались за заказы. Ведь раньше предприятие обеспечивалось за счет учредителя, акционерной компании «Алроса». Теперь же типография является коммерческой организацией. Только за прошедший год по задержке зарплаты в прокуратуру обратились специалисты 9 предприятий с общей задолженностью в 25 миллионов рублей. И эта цифра значительно превышает показатели прежних лет. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Молодежь все чаще стала выбирать рабочие специальности. К примеру, в Нюрбинском горнообогатительном комбинате значительная часть работников – это молодые люди до 35 лет. По сравнению с 2000-ми работать на предприятии стало намного легче благодаря новым технологиям и автоматизации оборудования. В последние годы приток молодых людей на предприятие возрос в разы. Молодые специалисты сначала проходят стажировку и только потом допускаются к работе. Изменения, конечно, произошли кардинальные, в основном все в лучшую сторону. Проживание у нас на высшем уровне, можно сказать так. Благоустроенные дома, и специфика работы осталась такой же, но намного легче, автоматизировано, все, хорошо все работает, полегче стало, по крайней мере, чем было. В промышленность надо людям вливаться, все-таки мы развиваемся, являемся алмазной провинцией, поэтому я бы только поприветствовал такую молодежь, которая стремится в промышленность. В следующем сюжете наш корреспондент Татьяна Вахнина расскажет о сложной и одновременно очень важной работе соцработника в отдаленном районе. У Валентины Литвиновой в поселке Большой Немныр Алданского района 6 подопечных. Какая помощь им требуется и есть ли все необходимое для ее оказания, узнаем в материале далее. Дора Исакова скоро отметит 80-летний юбилей. Она родилась в июне 41-го. В Большой Немныр приехала в 65-м году. Трудовая деятельность Доры Николаевны прошла в поселково-образующем ДРСУ. О былом величии сегодня напоминают руины. Однако на жизнь Дора Николаевна не жалуется. Мне кажется, она жизнь не изменилась. Нормально. В общем, мне нравится здесь жить. Тишина, вода хорошая.
Поселок Большой Немныр располагается в 70 километрах от Алдана. Сегодня в Немныре проживают 120 человек. Подавляющую часть населения составляют люди преклонного возраста. В поселке осталось 8 жилых домов. Это построенные дорожниками каменные двухэтажки. Частные избы давно опустели. Дора Николаевна проживает в двухкомнатной квартире. По хозяйству ей помогает Валечка. Так женщина называет соцработника Валентину Литвинову. Я звоню, она сразу приходит. Если мне она нужна, я звоню. Она никогда не отказывается. Обслуживанием на дому одиноких и одиноко проживающих немнырцев Валентина Николаевна занимается уже 13 лет. Она помнит каждого своего подопечного. Все они стали ей как родственники. Вот сколько у меня их было, я очень по ним тоскую, которые умирают, допустим, пенсионеры. Очень переживаю, когда они болеют. Соцработник сделает покупки, наведет порядок и приготовит обед. Если нужно, почистит снег и сопроводит в райцентр в больницу. Однако подопечные дают своей помощнице больше. У представителей старших поколений Валентина Николаевна учится силе духа и оптимизму. Дора Исакова – старшая подопечная Валентины Николаевны, а всего в ее группе 6 человек. Геннадий Алпацкий – самый молодой, ему 58. Мужчина перенес 2 инсульта. С бытовыми тяготами стремится справляться самостоятельно, но без помощи социального работника ему не обойтись. Помогать, она же балда, не может, попросить, покупать, что надо. В комнате Геннадия Юрьевича Валентина Николаевна осилила ремонт. Стены хозяин украсил собственными картинами. Мужчина увлекается алмазной живописью. Последнее произведение своего подопечного Валентина пока не видела. Самую красивую картину мужчина приготовил своей помощнице на 8 марта. До поры подарок надежно спрятан. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Большой Немныр. Сегодня в Якутске простились с председателем регионального отделения ДСААФ, ветераном боевых действий Сергеем Черных. Напомним, что пожар унес жизнь командира ОМОНа 31 января. Панихида прошла в речном командном училище. Сегодня здесь звучали такие слова, как «друг», «патриот», «мужчина» и «человек». Сергей Черных родился в Якутске 5 ноября 1957 года. В 1988 году он окончил Якутский государственный университет по специальности юрист. С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой бровке, по самой бровке. С 1990 года он поступил на службу в МВД Якутии. Служил в якутском ОМОН под началом легендарного Александра Рыжикова. И всегда помнил тот день, когда во время командировки в Чечне не стало его командира. Разгорелся обычный армейский бой. Когда прозвучала команда, то, что мы уже отошли, я говорю: Саныч, ребят вывел, все. И вдруг по рации выходит незнакомый голос и говорит: Саныча нет, ребятки, его убили. Он так и остался настоящим патриотом и неутомимым искателем приключений. Он лично занимался организацией экспедиции на место боевой славы советско-монгольских войск. Монголы сохранили память. Мы, наше российское государство, да и здесь у нас, к сожалению, так не можем еще сказать, что мы помним, мы чтим. По словам друзей, знали Сергея очень многие, потому что его желание помочь окружающим наполняло его жизнь все новыми знакомствами. Подтверждает он, что он самый настоящий патриот. Он от начала до конца. Он, наверное, просыпался где-то кому-то помочь, засыпался той мыслью, что что-то сделал полезное для республики, для города Якутска. Дай Бог, чтобы это продолжалось, это все его начинание. Заслуги Сергея Георгиевича Черных отмечены Орденом Мужества и другими государственными и ведомственными наградами. В системе ценностей Сергея Черных патриотизм всегда стоял во главе угла. Он продолжал все свое свободное время посвящать воспитанию детей и молодежи. Реализовал множество проектов в этом направлении. Настоящий солдат и боевой офицер. Он пронес свою службу через всю жизнь. Республиканские отборочные соревнования на игры Манчары начнутся в 2021 году, то есть за несколько месяцев до их проведения, а не за год, как это было в прошлые годы. Сама же финальная часть спартакиады по национальным видам спорта запланирована на начало июля следующего года в Горном Улусе. Об этом сообщил директор Центра национальных видов спорта Гаврил Махначевский. Также отмечу, что в Горном районе планируется реконструкция стадиона, строительство многофункционального спортивного зала и стрелкового тира.
Добрый февраль. В честь дня рождения телеканала «Якутия-24» в поселке Беркакит Нерюнгринского района проживает многодетная семья Генаевых. В рамках нашей акции «24 добрых дела» Нерюнгринский филиал нашего канала помог этой семье. Как именно, смотрите в сюжете Александры Цыбиковой. Семья Генаевых не только многодетная, но и дети в ней особенные. Так как самим родить не получилось, Александр и Нина более 15 лет назад взяли приемного ребенка, затем еще 3. 2 из детей Генаевых, к сожалению, инвалиды с рождения, но родителей это не смутило. Вова и Вика у них полностью социализированы. В доме множество различной литературы, наборов для творчества, логических и развивающих игр. Вова у меня ходит, вот как он инвалид, он ходит у нас в ДДТ, будет ходить, пока учится в школе, до 24 лет. Вот мы его работы, вот это вот отправляли работу на Якутск, она заняла 1 место в Якутске. Вот это вот на республику отправляли, 1 место заняла тоже в республике, это на Москву отправляли грамот. Ну, это все его вот работы, которые получили хорошие грамоты. Это малая часть, потому что вторая часть у нас сейчас идет выставка в школе. Немалыми усилиями и не за 1 год, но все же Александр и Нина обустроили квартиру для детей со всеми удобствами. Мама учит своих особенных детей жить с этой проблемой, помогает адаптироваться в обществе. Что касается материальной стороны, тоже всего вполне хватает. Но одно пожелание у многодетной мамы все-таки есть. Дети очень любят у меня театр кукол. Это очень накладно, если мне их вести всех оптом сразу. У меня потому что их 4 детей и 2 внучки. Они постоянно у меня тоже почти находятся, их 6. И поэтому очень накладно. Мы не смогли остаться равнодушными к просьбе многодетной семьи, тем более к такой. Администрация театра кукол с радостью откликнулась на наше предложение и пригласила семью Генаевых в храм искусства. Кукол, которые так нравятся детям, сегодня смогли увидеть вблизи. Также дети с мамой увидели, как их изготавливают. А после интереснейшей экскурсии многодетную семью театралов ждал приятный сюрприз. Дорогие наши зрители, мы приглашаем всю вашу семью к нам в театр на детские спектакли. Вот, пожалуйста, вам вот такой абонемент на февраль месяц. Всю семью Генаевых, наших прекрасных постоянных зрителей, ждем у нас в театре. Спасибо! Раз уж такое дело, раз уж им очень нравится к нам ходить, мы тоже будем очень рады видеть их у нас в нашем зале. Доброе дело, оказанное нашим каналом и театром кукол семьи Генаевых, не только в копилку акций, но и сама причастность в помощи несет большую радость. И пусть в жизни многодетной семьи всегда будет духовное развитие и стремление к прекрасному. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри.